эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 16 декабря, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Зайцы по неволе. Пассажиры столичных автобусов несколько суток ездят бесплатно. Кто виноват и как решить проблему? Новых заражений коронавирусом в Якутии становится значительно меньше. В Якутске на форуме обсуждают вопросы общественного здоровья. Старый новый друг. Авиакомпании «Якутия» и полярные авиалинии начали совместную эксплуатацию воздушного судна «Бомбардье Ку-300». Почти взрослые соревнования. В Якутии проводят 10-й региональный этап чемпионата WorldSkills Junior. Редкое явление. Белую медведицу с 3 медвежатами заметили на территории заповедника Медвежьи острова. Порядка 12 тысяч якутян в этом году получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. По словам руководителя республики, это сопоставимо с населением Вилюйска или Удачного. Глава отметил, что к концу следующего года с учетом нарастающих показателей из аварийных домов переселят 25 тысяч человек. Также Айсан Николаев обратил внимание на то, что в этом году в столице республики введут 117 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году в регионе ликвидируют около 460 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. На эти цели за счет средств госкорпорации и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусмотрели 10 миллиардов рублей. Кроме того, глава Якутии назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева. Сегодня его представили перед коллективом Минэкологии. Перфильев Евгений Андреевич окончил в 2005 году Якутский государственный университет по специальности преподаватель географии. В 2017 году прошел переподготовку в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ по специальности государственное и муниципальное управление. Перфильев проработал в системе мониторинга окружающей среды, возглавлял объединенную гидрометеостанцию «Якутск», работал в Минэкологии региона, а в последнее время возглавлял контрольный комитет Илтумена. Исполняющий обязанности министра поделился дальнейшими планами. Наши дальнейшие планы вчера озвучил глава Республики Саха-Якутия Айсан Сергеевич Николаев. В своем послании он очень большое внимание уделил вопросам экологии. По этому посланию у нас будет разработана отдельная программа от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И реализация этого послания будет в ближайшее время. Там очень сильное внимание уделено, большое внимание уделено, конечно же, природным лесным пожарам, также лесовосстановлению. Это одни из основных направлений. Автозимник на поселок Усть-Кут готов к открытию. Дорогу принимает комиссия. Эксперты решат, когда открыть переправу. Пока ориентируются на 17-20 декабря. Автозимник начинается с якутского села Тас-Юрях, а заканчивается в Иркутской области, в районе села Верхнемарково. Строят и обслуживают трассу сотрудники МУАДа. Прокладывали автозимник дорожники с 20 октября, хотя в прошлые годы к работе приступали на неделю раньше. В этом сезоне не так много снега, и морозы не спешили наступать. За 2 месяца 2 бригады рабочих завезли на место грунт, выровняли дорогу. Бригады шли навстречу друг другу со стороны Верхнемаркова и Тас-Юряха. Использовали 45 единиц техники. Это бульдозеры, грейдеры, вахтовые машины, топливозаправщики. Сейчас начинается работа по обслуживанию проезжей части автозимника. Будем продолжать работу по обустройству элементами дорожной обстановки. Это установка дорожных знаков, указательных вверх. Будут работы по завозу ПГМ на подъеме, заготовка грунта. Зайцы по неволе. Пассажиры столичных автобусов несколько суток ездят бесплатно. Все из-за массовых сбоев валидаторов. Пользоваться социальными и школьными проездными, а также оплатить проезд банковской картой не представляется возможным. Сотни автобусов простаивают, водители теряют выручку. Кто виноват и как решить проблему, разбирался Евгений Тайтонов. Жалоба 529, не работает валидатор. Просит оплату мобильным банком.
А как нам еще работать, скажите, пожалуйста? Школьный, социальный, пожалуйста, выходите, не оплачивайте. А все, будьте добры, платите деньги. Водителям автобусов запрещено брать плату за проезд через мобильный банк. Но что делать, если во время смены терминалы оплаты выходят из строя? Не все держатели проездных и мобильных карт готовы платить наличными. Водители теряют выручку. По их словам, 90% пассажиров расплачиваются картами. Остальное приходится на наличный расчет. 50 тысяч от валидатов. За все вот эти мы отдали деньги. Где-то 120 тысяч, да, обошлось? Да, камеры и табло. И все это вы покупаете сами? Конечно, мы, да, покупаем. Да. Мы же согласны, чтобы за ремонт платить. Чтобы валидаторы работали, чтобы, как говорится, работать нормально. А получается, даже ремонта нету у нас. Нету, это уже вот людей по 4 месяца у меня вот буквально 4 дня назад. Вот такая проблема. Вчера вот у нас еще двоих Гриша, у нас есть, тоже сломались. Перевозчики отмечают, что такая проблема наблюдается у трети всех маршрутных автобусов города. Более 200 терминалов сейчас находятся на ремонте. А в таких случаях техника без соответствующего оборудования не допускается к работе. Если валидатор не работает, вот у меня там сейчас 3 месяца лежит, машина тоже не работает. Не положено, если валидатор работает, мы работать не положено там. Вот, ну, семья как кормить будем? А диспетчеры говорят, пока запчасти нет. На нашем маршруте 34 автобуса. Где-то валидаторов порядка с нашего маршрута, где-то 15 валидаторов точно уже стоят без движения. Как пояснили в Центральной диспетчерской службе, которая занимается ремонтом приборов, такая проблема действительно имеет место быть. Оборудование требует планового ремонта и из-за этого блокируется. Но таких валидаторов на данный момент не 200, как говорят перевозчики, а ровно половина. У нас сложилась такая ситуация, что вот эти вот ридеры, да, считыватели всех карт, они, требуют планового ремонта. Они блокируются, это в состоянии того, что у них батареи сажаются. Данный вид работы по регламенту мы не можем осуществлять. Эти работы осуществлял производитель. Но так как по времени это занимает примерно 2-3 месяца, то есть пересылка, доставка, там перепрошивка. То есть мы сейчас совместно с Алмаз-Энергоbank эту работу отладили. Якутский банк на днях получил лицензию на ремонтные работы. Отныне они совместно с диспетчерской службой будут ремонтировать валидаторы уже в Якутске, что существенно сократит сроки по техническому обслуживанию аппаратов до 2-3 дней. Евгений Тайтонов, Иван Семенов, Якутск. Затраты на перевод транспорта с бензина на газ будут компенсировать в Якутии со следующего года. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 24 миллиона рублей. Средства выделят региональным авторизованным центрам по переоборудованию. Они, в свою очередь, должны будут предоставлять клиентам соразмерную скидку. Так, к 2030 году в республике планируют построить более 40 газозаправочных станций. Инвесторы, желающие построить в регионе новые газозаправки, получают компенсирующие субсидии. На эти цели в бюджете предусмотрено около 20 миллионов рублей. Далее к эпидобстановке в республике. Продолжает уменьшаться число новых заражений. Еще 188 человек заболели ковидом за минувшие сутки. Так, в Якутске зафиксировано 71 случай, 26 заболевших в Нерюнгринском районе, 18 в Алданском, 13 в Мирнинском, 11 в Сунтарском. Еще в 11 районах Якутии от 1 до 9 случаев заражения коронавирусом. Тем временем в Якутске стартовал первый межрегиональный форум по вопросам общественного здоровья. Подводя итоги года здоровья, в течение 2 дней обсуждают вопросы создания здоровой среды. Основные направления форума – это антитабачная и антиалкогольная политика, полезное питание, корпоративные и муниципальные программы укрепления здоровья. Задача форума – привлечь внимание к теме формирования общественного здоровья и объединения для этого усилий самых разных ведомств. На тематических площадках будут затронуты темы, связанные с подготовкой специалистов в области общественного здоровья, физкультуры и спорта. Также рассмотрят лучшие практики формирования культуры ЗОЖ. Сегодня мы находимся на стадии завершения года здоровья в рамках десятилетия, как сказал глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Нужно обратить внимание, что проведение этого межрегионального форума оно возникло сразу в начале года, тогда, когда мы еще формировали план. Мы понимаем, что сегодня без взаимодействия, без связи с общественностью, без получения посылов и вызовов, которые дает общество, невозможно вообще строить в целом государственную политику, в том числе и в области здравоохранения.
здравоохранения. Поэтому сегодня мы на площадке действительно межрегионального форума, который очень бы хотелось провести офлайн, но будем его вновь проводить онлайн. Мы будем обсуждать достаточно серьезные вопросы, которые, я надеюсь, будут основой для того, чтобы консолидировать общество якутян вокруг проблемы здравоохранения и собственного здоровья прежде всего. Высокоскоростной интернет добрался до арктического поселка Жилинда Оленёкского улуса. Сегодня министр инноваций и руководство компании Ростелеком дали торжественный запуск этому событию. Как сообщил Анатолий Семенов, эта работа велась с 2019 года. В прошлом году ВОЛС довели до границы Оленёкского улуса. Теперь у жителей этого отдаленного поселка появился не только интернет, но и связь 4-го поколения, 4G. На этом руководство министерства работу не завершает. ВОЛС пойдет дальше, и в скором времени глобальная паутина будет доступна для жителей Анабарского района. У нас сейчас мы начнем, во-первых, в первую очередь, конечно, социально значимый объект. Это школа, администрация, объекты культуры, библиотека, музей будем подключать. Но также будем подключать и домохозяйство. То есть будут собираться коллективные заявки и будем подключать. В том числе здесь примет активное участие наша компания Arctic Telecom. Почему это знаковое событие, почему мы о нем сегодня рассказываем? Во-первых, мы закрыли полностью Оленёкский район, ВОЛС, да, и это нам позволит идти дальше в Анабар. Вот у нас подписано соглашение также с Анабарским районом. Здесь помогает в том числе и республика, и сам район, и компания Ростелеком. И надеемся, что до конца следующего года мы придем со Скалах. Поэтому такое действительно знаковое событие. Арктика развивается, и связь быстро туда идет. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» начали совместную эксплуатацию воздушного судна «Бомбардье Ку-300». 2 самолета данного типа в этом году приобрела компания «Полярные авиалинии». Между тем, до весны эксплуатировать их, делиться опытом и обучать коллег будет авиакомпания «Якутия». Для Якутии эти самолеты не в новинку и уже давно показали хорошую работоспособность в условиях Крайнего Севера. Ульяна Шагина осмотрела самолет. С этого года авиакомпании «Полярные авиалинии» и «Якутия» начали совместную эксплуатацию самолета «Бомбардьер Dash Q300». Сейчас идет предполетная подготовка самолета. За 3 часа до вылета авиатехники и работника аэропорта начинают подготавливать самолет непосредственно к вылету. И уже совсем скоро этот самолет «Бомбардье» полетит в Тиксе. Температура наружного воздуха за бортом почти -40 по Цельсию. В такие холода авиатехникам приходится быть на взлетной полосе за 3 часа до вылета и тщательно подготовить самолет. Мы встречаем самолеты, мы провожаем самолеты на вылеты, получается, заправляем его, обеспечиваем, получается, его заглушки, чтобы ничего не попало в самолет, снимаем аккумуляторы, заправляем, качаем колеса, качаем разные механизмы, например, стик-пушер для пилотов. За 3 часа подогреваем уже самолет до вылета. Ставим аккумуляторы, которые мы сдаем в аккумуляторную, потому что им холодно, их надо сдавать. В будущем «Бомбардье Q300» должны полностью заменить старые самолеты Ан-24 и Ан-26. Эксплуатируются они в Якутии с 2014 года и уже, как говорят сами работники, показали себя прекрасно в условиях Крайнего Севера. Это уже абсолютно другая техника, современная. Она предоставляет комфорт как пассажирам, так и экипажу воздушного судна. Она оборудована современными устройствами навигации. В основном комфорт для пассажиров. Это очень тихий самолет. Оборудован ВСУ, то есть в условиях Крайнего Севера. В салоне по сравнению со старыми Ан намного просторнее, признается бортпроводник Анна. Для работников, которым часто приходится перемещаться внутри самолета, это приятный бонус. Тем более Анне есть чем сравнить. Она много лет пролетала на Ан-24. Людям, конечно же, нравится комфорт. Люди очень хвалят данный тип воздушного судна тем, что на дальних перелетах у нас предоставляется питание. И, конечно же, неудобно кушать на коленках. И им предоставлены столики, где они могут разложить
все питание и свободно себя чувствовать. Авиакомпания «Якутия», которая имеет 7-летний опыт эксплуатации «Бомбардье», будет работать на нем в ближайший год. Главная их задача – обучить и поделиться практическими знаниями работы на судах этого типа со своими коллегами из полярных авиалиний, которые в будущем полностью возьмут на себя внутрирегиональные авиаперевозки, когда как более крупная «Якутия» будет летать только за пределы региона. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Иркутск. Идем далее. Комитет солдатских матерей отмечает 30-летний юбилей. Одна из самых крупных общественных организаций республики создана в 1991 году. С тех пор комитет занимается просветительской и правовой деятельностью в сфере защиты прав призывников, военнослужащих и их родителей. За 30 лет объединением проделана огромная работа. Самые непростые времена для комитета пришлись на 94-96 годы. Именно тогда проходила первая чеченская кампания. Сейчас общественники посещают военные части, встречаются с солдатами, проводят круглые столы, устанавливают связи с военным руководством. С 91 года работаем. В то время была неразбериха, развал Советского Союза. Из-за этого на русском острове ребята погибали от истощения. Это было такое. Ага. Потом как-то прошло несколько лет, и началась в декабре 1994 года Чеченская война. В нашей республике воевали очень многие ребята. И вот ребята приехали, отслужили, демобилизовались, они отучились, поженились, у них родились сыновья. Сейчас их сыновья идут на службу. Вот столько долго мы в этом комитете. Но мы работаем, не унываем, помогаем ребятам. Вот все фотографии рассказывают, вот наши дороги, наши пути. Мы В Якутске провели демо-день участников 6-го потока акселератора B8 и старта акселератор Bootcamp Якутия. Команды представили потенциальным инвесторам свои проекты, над которыми работали в течение 3 месяцев под руководством менторов и экспертов акселератора. Так были представлены сервис обмена и анализа медицинских изображений, приложения для детей дошкольного возраста с дополненной реальностью, портал для ветеринаров и владельцев животных и другие проекты. Лучшие разработки получат финансовую поддержку. Отметим, что мероприятие приурочено к 10-летию венчурной компании «Якутия» и технопарка «Якутия». Мы разработали приложение для пользователей и для клиник, которое помогает искать необходимую ветеринарную клинику и выбирать услуги, записываться, оплачивать и общаться с докторами онлайн. Все стараются расширяться путем выпуска мобильных приложений и выхода, создания мобильных сайтов. И мы предоставляем уже готовый функционал для них. То есть им не нужно самим ничего разрабатывать, им достаточно присоединиться к нам, и полный набор функционала, который они бы сами и так у себя бы реализовали, уже есть у нас. Срок оформления внутрироссийских паспортов сокращен до 5 дней. Он больше не будет зависеть от места и формата подачи заявления. Заявку можно подать в любом отделении МВД или МФЦ, а также через портал госуслуг. Изменились и сроки, в течение которых граждане должны оформлять новые паспорта. Те, кому исполнится 14, 20 или 45 лет, могут подать документы в течение 3 месяцев после дня рождения, тогда как раньше на это отводилось 30 дней. Однако месячный срок сохранился в случае замены документа по причине смены фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Стали известны сроки проведения выпускных экзаменов для учеников 9 и 11 классов. Так, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи вместе с резервными днями с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи. Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября. Отметим, глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что единый государственный экзамен в следующем году пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. Возвращаемся в Якутию. Почти взрослые соревнования с учетом возрастных особенностей детей в регионе проходит 10-й региональный этап чемпионата WorldSkills Junior. На чемпионате будущего побывала наш корреспондент Надежда Саханская.
Благодаря программе WorldSkills Junior у каждого школьника есть возможность попробовать себя в различных сферах деятельности, обучаясь у профессионалов и, более того, углубленно освоить и даже получить профессию к окончанию 9 или 11 классов. Так, в эти дни в Якутске проходит 10-й региональный этап чемпионата. Ежегодно проходит национальный чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы» в юниорской линейке. То есть сейчас проводится региональный этап. На базе многих образовательных школ, образовательных учреждений республики работают различные компетенции. На базе нашего детского технопарка «Кванториум» функционируют 4 площадки по 4 компетенциям. Это у нас промышленный дизайн, инженерия космических систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и промышленный дизайн. Мастерство школьников оценивают независимые эксперты. Впрочем, подготовленные дети задают высокую планку по выбранной сфере соревнований. Вот на таких рабочих местах дети будут соревноваться по компетенции космические инженерные системы. Они будут разрабатывать что-то вроде спутника, а затем его испытывать. Ну а в целом WorldSkills Juniors – это, во-первых, познание той области деятельности, в которой, возможно, ты дальше будешь работать, а также прямая связь педагог и ученик, где дети получают неограниченное количество знаний по той или иной специальности. Соревнования проходят в различных возрастных группах, тем самым определяя сложность полученного конкурсного задания. Так, в компетенции проектирования нейроинтерфейсов юным профессионалам предстоит разработать бионический макет руки, который будет пригоден на практике. В этом году мы проводим по 3 возрастным категориям. Это 10-12, 12-14, 14-16. Сейчас в данное время идет соревнование между возрастной группе 12-14. Ребята должны собрать из набора руку, бионический макет руки, и управлять ее пальцами при помощи своих мышц, при помощи датчиков ЭМГ. Старшеклассники, что входит в их программу? У них тоже сборка макета руки, но у них программы более сложные, они должны сделать много жестов разных при помощи этих датчиков. 10-й региональный этап продлится в нашей республике до 24 декабря, по результатам которого воспитанники технопарка «Кванториум» возможно отправятся покорять и федеральный этап. Отметим, что в прошлом году якутским конкурсантам удалось одержать несколько побед, которые и стимулируют принимать участие и в этом году. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Якутск. Далее о спорте. 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» могут пройти в Якутске. Об этом в своем послании сообщил глава республики Айсан Николаев. Он отметил, что решение о месте проведения игр 2024 года должно быть принято правительством страны до конца текущего года. Напомним, «Дети Азии» проходят раз в 4 года под патронатом Российского и Международного олимпийских комитетов, а также ЮНЕСКО. 7-е по счету летние игры летом следующего года примет Владивосток. Соревнования пройдут с 27 июля по 8 августа. По инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева подарком мировому спортивному движению стали международные спортивные игры «Дети Азии». В следующем году они пройдут во Владивостоке, а до конца года правительством страны будет принято решение о месте проведения следующих игр уже в 2024 года. И мы надеемся, что наша заявка будет принята, и 8-е игры «Дети Азии» на высочайшем уровне пройдут в 2024 году на своей родине в республике Саха-Якутия. Сборная команда Якутии выступила во 2-м фестивале «Игры ГТО», который прошел в Белгороде. Участие во всероссийских соревнованиях приняли более 200 спортсменов из 37 субъектов страны. Республику представили 6 человек с наилучшими показателями в своих возрастных группах. Якутяне успешно преодолели отборочный этап и вышли в финальную часть фестиваля, куда отобрали 16 сильнейших команд. В решающем раунде сборная Якутии заняла 14 место. Сделали выводы, анализы, и вот на следующий фестиваль у нас появилось много идей и планов, чтобы у себя здесь в республике сделать такой тоже качественный отбор. У нас тоже имеются свои атлеты, да, хорошие спортсмены. И, вот в следующих играх, которые будут в 2022 году, нужно будет уже готовиться более качественно.
К другим темам жители Якутска присоединятся к акции и нарисуют новогодние открытки на льду озера Талое. Мероприятие пройдет в память о дедушке из Амурской области, который 10 лет таким образом поздравлял всю Россию. Принять участие в акции может любой желающий. Ледовые открытки появятся не только в Якутске, но и в Амурской области, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Екатеринбурге и Москве. Акция в российских городах пройдет 25 декабря. Белую медведицу с 3 медвежатами заметили на территории государственного природного заказника «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе. Об этом сообщил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов. На территории заповедника появилась мать-героиня, медведица с 3 медвежатами. Это довольно редкое явление, и мы надеемся, что весной встретимся со всей семьей снова, рассказал Семенов. Заповедник открыли в июле прошлого года по проекту Всемирного фонда дикой природы России при поддержке Минэкологии Якутии. На территории заповедника отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, включенных в международную, федеральную и региональную красные книги. Также в Якутии разрабатывают проект по строительству кинокомплекса с киноцентром и кинопавильоном, в котором будут работать съемочные группы из регионов Дальнего Востока. Для развития киноиндустрии по поручению главы Якутии разрабатывают республиканский закон о государственной поддержке кинематографа. Документ появится после принятия Министерством культуры концепции развития якутского кино. Директор кинокомпании «Сахафильм» Сардана Савина рассказала, что для дальнейшего развития киноиндустрии в Якутии требуются новые кадры. Уже сейчас важно позаботиться о развитии анимации и новых технологий. Таким образом, реализовать поставленные цели получится на базе кинокомплекса с киноцентром и кинопавильоном. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.